В голосовании за объекты благоустройства приняли участие 62 тысячи жителей Ингушетии. Самыми активными стали жители Назрани. Об этом сообщил глава республики Махмуд Али Калиматов. Он отметил, что благодаря выбору жителей региона с 2019 года благоустроено 189 общественных пространств. В результате реализации проекта качество городской среды в республике улучшилось на 26%. В этом году на голосование было предложено 54 общественные территории в 9 муниципалитетах. В 2026 году будут обновлены 24 объекта, набравшие наибольшее количество голосов. В 2025 году в Ингушетии капитально отремонтируют 6 школ и 2 детских сада в городах Назрани, Карабулак и в сельских поселениях Троицкое, Аршты, Далаково и Яндари. На эти цели в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» будет направлено 400 миллионов рублей. Все строительные работы уже стартовали. Их завершение запланировано на август. В Агикале 26 июня состоится культурное мероприятие, посвященное юбилею известного ингушского писателя Идриса Базоркина, автора всемирно известного романа «Из тьмы веков». Организатор события – Русский государственный музыкально-драматический театр Ингушетии. Программа включает обсуждение биографии писателя и его вклада в культурное наследие республики, экскурсию по историческим памятникам Агикала, посещение места захоронения писателя, а также театрализованное представление по мотивам его главного произведения. Сотрудник МВД по Ингушетии, майор полиции Султан Кациев стал одним из 20 победителей 7-й международной акции «Диктант Победы». Офицер принял участие в церемонии награждения в Музее Победы на Поклонной горе в Москве и получил от организаторов диплом и ценный приз. Также он будет приглашен на Парад Победы 9 мая 2026 года. На территории башенного комплекса «Эбон» обнаружен ранее неучтенный древний колодец. «Эбон» — это башенный комплекс с одной боевой башней и 12 жилыми. Он был разрушен во время карательной экспедиции царских войск в Горную Ингушетию в 1830 году. Руины комплекса можно увидеть при выезде из села Джейрах у моста через реку Арамхи. Продажу вейпов предложили полностью запретить, а нарушителей штрафовать. Такой законопроект внесли депутаты в Госдуму. Для граждан предусмотрены штрафы в размере 20-50 тысяч рублей, должностных лиц 300-500 тысяч, организаций от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. За продажу вейпов несовершеннолетним предусматриваются более жесткие санкции. Для физических лиц от 300 до 500 тысяч, для должностных от 700 тысяч до миллиона рублей, для компаний от 1,5 до 2 миллионов рублей. В случае принятия законопроекта он вступит в силу со дня официального опубликования. Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится 27 июня. В общей сложности свои предложения на ярмарке представят свыше 17 тысяч компаний. Как отметили в Минтруде России, по результатам регионального этапа Всероссийской ярмарки были трудоустроены свыше 44 тысяч человек. При этом более половины посетителей регионального этапа – учащиеся студенты и выпускники вузов и колледжей. Во всех процедурах пропуска через госграницу России проведут эксперимент по новой процедуре регистрации иностранцев без визы, сообщили в пресс-службе российского посольства в Казахстане. Эксперимент пройдет с 30 июня текущего года до 30 июня 2026 года. В этот период иностранным гражданам, планирующим приехать в Россию без получения визы, предлагается заранее пройти процедуру регистрации в единой системе идентификации и аутентификации и предоставить в электронной форме через мобильное приложение RUID заявление о въезде в Россию. Согласно новым правилам, заявление о въезде подается не позднее, чем за 72 часа и не раньше, чем за 90 дней до поездки. В экстренных случаях, например, при болезни или смерти родственника, заявление о въезде можно оформить за 4 часа. Для этого нужно предоставить документы, подтверждающие особые обстоятельства.